Эта женщина – пример бодрости духа для многих. Она и выглядит, и рассуждает, как настоящая леди, не считая прожитые годы. Свой солидный юбилей 14 ноября отметила жительница города Буя Клавдия Павловна Смирнова. В этот день родственники, представители администрации и отдела социальной защиты населения поздравили юбиляра со столь знаменательной датой. Гости передали поздравления от президента России, руководства города, вручили подарки. Уже само долгожительство – повод для поздравлений, а когда оно такое активное, возникает желание брать таких людей, как Клавдия Павловна, пример. Приятно видеть, когда у нас юбиляры с таким солидным стажем жизненным и прекрасно так выглядят. Очень Спасибо, хорошо. что можно сказать. Да, наверное, вы прожили жизнь достойную, вот поэтому Бог вас наградил и здоровьем нормальным, и прекрасной семьей. Мы сегодня должны вручить вам персонально поздравление президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Спасибо. Вручить от нас небольшой подарок. Пожелать вам всегда прекрасного настроения, бодрости тела и бодрости духа, чтобы рядом были всегда ваши любимые люди и люди, которые любят вас. Поздравляю вас с таким значительным, таким редким юбилеем. Счастливо вас поздравить. Ну и пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья, долголетия. Живите в окружении своих родных, близких, долго, счастливо. Спасибо. А это вот Спасибо. подарок от детей-сирот, так как Ага. я представляю социальную защиту населения. Спасибо. Мы опекаем детей-сирот, и они сделали своими руками. Довоенное детство Клавдии Павловны прошло в городе Ладейное поле Ленинградской области. Клавдия Павловна до сих пор помнит начало войны. После бомбежки военного аэродрома, который находился совсем близко от их дома, было принято решение об эвакуации. Отец и старший брат ушли на фронт, а мать с 4 детьми отправилась в эвакуацию. Так семья оказалась в нашем городе. Боец военизированной охраны. Такой была первая запись в трудовой книжке Клавдии Павловны. В конце войны именинница встретила любовь всей своей жизни – Бориса Николаевича Смирнова, с которым прожили более полувека. Я ведь выросла не в Буе. Мой родной город – Ладейное поле, Ленинградская область. Это город-сад, город такой, в общем, это хороший. И когда Тамара Васильевна Ольховик проезжала там мимо и побыла в этом городе, сказала: «Клавдия Павловна, как же вы оставили такой роскошный город и на Буй?» А я говорю: а зато в Буе у меня самые роскошный, самый хороший муж Борис Николаевич Смирнов. Мы прожили с ним 50 лет. И, конечно, можно было бы, может, и побольше ему жить, но он же пережил блокаду Ленинграда. Он уехал учиться в институт, в архитектурно-строительный, сдал отлично, с отличными оценками, и все бы было хорошо, но вдруг война. И так его эвакуировали, он буквально даже на ногах не стоял. И когда уже поженились, конечно, у него здоровье было не очень, но я делала все, чтобы было все нормально. Я по натуре очень шустрая, я бегом. Когда уборку делаю, то, значит, папа всегда говорил: дети, уходите, а то мама сейчас шибет вас это все. И огород, ведь сейчас, посмотрите, я вырастила все овощи вырастила. Дети, конечно, это естественно, помогают всегда. В послевоенные годы супруги Смирновы работали в редакции газеты «Буйская правда», являлись членами Союза журналистов СССР. Позже по стопам родителей пошли и их дочери. Общий стаж семьи в журналистике – около 70 лет. Надо ехать на лесопункт далеко, на лесоучастке. Тогда же не было ни машин, ничего. Я позвоню в леспромхоз. Там Аверочкин был директор. Я позвоню: вы не собираетесь туда? А вам что, надо? Надо. Все, Клавдия Павловна, едем. Когда? Приезжает на этой, Катер. Нет, не катер, а на лошади, лошадь. И, значит, санки. Да он еще захватит зимой тулуп.
это все, закутаемся и поехали. И я когда уже приезжала, там говорили, ой, из редакции приехала Клавдия Павловна, даже вот знали все. Я всегда находила что-то доброе в человеке. Почти четверть века Клавдия Павловна проработала на руководящей должности председателем горкома ДОСААФ, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Дважды избиралась делегатом съездов ДОСААФ. Во главе общества встала, будучи в 30-летнем возрасте. Многие, прошедшие школу ДОСААФ, помнят ее и с уважением относятся по сей день. Надо сказать, что я благодарю и своих детей, и внуков, правнуков. У меня маленький вот такой, ну, в 4 классе учится, Владик. Правнук. Так он говорит, бабушка, ты ведь, говорят, ты это была начальником ДОСААФ? Я говорю, не начальником, а председателем. Но это не важно. Все равно ты возглавляла. Да, я возглавляла. Ты хороших там готовила кадры для армии, там все. Я ведь все знаю. Я уже хожу в стрелковую секцию. В семейном архиве Клавдии Павловны бережно хранятся документы, фотографии и памятные вещи, а в своей памяти юбиляр хранит воспоминания, которые дороги сердцу, и они дороже самых важных наград. В настоящее время Клавдия Павловна живет в своем доме, который построили с мужем еще в 50-м году. Содержит большой сад. У нее большая и дружная семья. Она воспитала 2 дочерей, имеет 3 внуков и 4 правнуков. Рецепт долголетия, по мнению юбилярши, в доброте души, любви к людям и активный образ жизни. До сих пор каждое утро зарядка. А раньше, чтобы все успевать, Клавдия Павловна ездила по городу на велосипеде. И быстро, и для здоровья полезно. До сих пор еще те, кто помнят меня, вот Смирнов Николай Николай Федорович, знаем Федорович, такого. вот он и говорит, господи, Клавдия Павловна, да это изюминка была в этой женщина, как она на велосипеде едет, и говорит, она едет, и все, здравствуйте, Клавдия Павловна, здравствуйте. Я любила людей всегда, заботилась о них, и поэтому, наверное, и у меня так сложилось. Совершенно верно. Неплохо. Вот понимаете, она никогда не жаловалась, хотя мы знаем, что у нее много проблем со Конечно, здоровьем. Когда вот помощь нужна, конечно, мы все приходим. Не было ни одного дня, чтобы я, если даже я плохо чувствую, я лежу, но лежа все равно, ногами, там все делаю для того, чтобы все-таки прожить и прожить еще не за счет кого-то. Ее, как истинного журналиста, до сих пор интересуют многие темы. А политическая ситуация в государстве и за рубежом – это те репортажи, которые Клавдия Павловна в обязательном порядке смотрит в выпусках новостей. Все-таки Бог дал мне прожить много за мою доброту. Я очень добрый человек. Я вот живу здесь, всегда у нас первые, допустим, появлялись телевизор там с Борисом Николаевичем. К нам все время все приходили, телефоны тоже, значит, мы никогда никому не отказывали. И, видимо, все-таки вот доброта вот такая к людям, наверное, все-таки Боженька это там, наверное, все видит.